Что такое Кыргызпочта.сы для тех, кто не знает? Мы вводим новый торговый знак PostKG. Задача оператора — интеграция с маркетплейсами, интеграция с нашими таможенными органами. Кыргызпочта.сы планирует производить автомобили. Мы, получается, вошли в соучредители. Завод по сборке автомобилей. У нас, проблема доехать на электромобиле. Можем, до Исыкуля, да? Да. Мы будем, получается, вот эти электрозаправочные станции ставить. Что даст это в части все-таки экспорта? То есть многие предприниматели сейчас стараются продавать продукцию из Кыргызстана на внешние рынки. Мы в Кашгаре открыли свой хаб. Сейчас 12-14 дней доставка из Китая. В городе Таллин, это Эстония, тоже был открыт свой Кыргызпост. Есть ли какие-то планы развивать сотрудничество с eBay, с Amazon? Нашим гражданам будет возможность покупки напрямую, с ведущих европейских магазинов, маркетплейсов делать без никаких посредников. По факту кыргызский ИП ОСО сегодня может продавать на рынке России. Давайте поговорим о Wildberries. Давайте поговорим о Татьяне Бакальчук. У нас по сравнению с 2022 годом у нас в 90 раз был увеличен объем электронной коммерции. Видите, об этом никто не знал. На самом деле об этом мало кто знает. Сейчас Эликбанк, Кыргызпочта, мы запускаем свой маркетплейс. Дорогие друзья, уважаемые предприниматели, селлеры Кыргызстана, добро пожаловать на наш очередной подкаст под названием «Табарман подкаст». Все о бизнесе на маркетплейсах, все о предпринимательстве, все об электронной коммерции в Кыргызской республике. Сегодня у нас уникальный гость, который почтил нам честь и пришел в нашу студию. Генеральный директор акционерного общества Кыргызпочта.сы Черекчиев Марат Жолдашбекович. Приветствую, Марат Жолдашбекович. Добрый день. Во-первых, позвольте выразить от лица нашей команды благодарность, что вы, несмотря на свой плотный график, нашли время и уделили нам время, и в целом предпринимателям Кыргызстана, которые работают в области электронной коммерции. И сегодня, на самом деле, очень было много вопросов, запросов в части Кыргызпочта.сы, поскольку ни для кого не секрет, что Кыргызпочта.сы сегодня является неким оператором электронной коммерции, и очень много запросов, как Кыргызпочта.сы сегодня может помогать или оказывать содействие в целом в развитии электронной коммерции в Кыргызстане. И все о бизнесе на маркетплейсах возможно, потому что мы знаем, что Кыргызпочта сейчас активно сотрудничает с ведущими маркетплейсами мира, является партнерами по многим направлениям. Хотелось бы поговорить сегодня об этом, но прежде чем мы начнем, хотелось бы узнать, кто такой Марат Жолдашбекович. Вообще в целом о вас, если вы не против, если вы рассказали бы о себе. Меня зовут Марат. Получается, я 85-го года рождения, родился в городе Токмак, проучился, получается, там с 1 по 11 класс. В 2002 году поступил в Международный университет Кыргызстана. Получается, и в этот период у нас семья переехала в Бишкек. С 2002 года проживаю в городе Бишкек. Закончил Международный университет Кыргызстана по направлению международное право. У меня диплом с отличием там. Также я учился в Национальном университете, гражданско-правовая деятельность. И у меня есть диплом Академии управления при президенте. Там заочно я, получается, отучился, политический менеджмент. Как-то так. А как началась ваша карьера? С чего вы начинали? Знаете, я в 2006 году, получается, зашел специалистом. Тогда было агентство по делам государственной службы, ныне государственная кадровая служба, или сейчас стало агентство по делам государственной муниципальной службы. Я 2 года проработал в должности специалиста, ведущего специалиста, юристом. Потом перешел от Министерства транспорта и коммуникаций. На разных должностях я там проработал. И с главным специалистом, и начальником управления. Как раз-таки в этой области тогда ГП Кыргызпочта.сы, оно было в составе Министерства транспорта и коммуникаций, часто взаимодействовали.
А как вы попали вообще на Кыргызпочту и когда это было? Вы знаете, в 2012 году, вот у меня 12 лет, получается, да, на почте проработал. Ну, правда, периоды были, когда я уходил. Ну, так получилось, я зашел в Кыргызпочта СИ в должности заместителя генерального директора, курировал производственный блок. Получается, вот мы выстраивали именно производственный процесс в Кыргызпочта СИ. Потом я вот переходил, у нас есть логистический центр, центр международного почтового обмена и логистики. Переходил туда, там вот около 4 лет проработал в должности директора вот этого логистического центра. Ну, получается, это центр, куда вот все международные почтовые отправления приходят, там проходит сортировка по нашим районам, городам, да, и проходит доставка, получается, логистическая такая цепочка из города Бишкек во все наши регионы. Ну, потом опять, получается, на почте работал в ранге заместителя, первого заместителя. Но я, получается, всегда по производственной части. Ну, то есть в Кыргызпочта СИ вы пришли сразу на уже руководящую должность, да, с прежней работы? Да, получается, я в ранге, да, заместителя. Но это была немного другая почта, она была, это государственное предприятие, у нее свои правила, значит, свои нормативы по работе. Потом где-то года 3,5 назад, наверное, я как бы посчитал, что у меня история на почте закончилась, и я ушел по собственному желанию. Вот. Ну, так получилось, получается. Потом опять вернулся, но уже в ранге генерального директора. Отлично. Расскажите немножко про свою семью. Супруга, дети. Вот. Тоже очень интересно. У меня 4 братьев. У нас в семье одни братья. Родители. У меня вот отец всю жизнь в органах проработал, да? А где? Да, в МВД, в правоохранительных органах. Мать у меня учительницей проработала. Сейчас они пенсионеры. Супруга, 3 детей. Домохозяйка. Дети маленькие. Давайте начнем, наверное, с самого начала. Все-таки, что такое Кыргызпочта СИ для тех, кто не знает? Какие функции в стране выполняют? Я, наверное, постараюсь поделить до и после, да? Всегда Кыргызпочта СИ, не секрет, да, получается, компания большая, но так получилось, что за вот все годы независимости Кыргызпочта СИ услуги начали потихоньку, ну, получается, частный сектор, где-то забирать, где-то о нем забыли. И, допустим, в форме государственного предприятия у Кыргызпочта СИ услуга осталась, это доставка пенсии, пособий, да, до дома гражданам. Некая, допустим, часть это прием коммунальных платежей, да, в отделениях связи. И, значит, доставка писем. Письма, посылки, бандероли. Вот. Мы, когда, получается, с командой пришли, значит, уже в ранге руководителя, да, где уже сами, значит, могли показать руководству стратегию, куда пойдет почта и как видит ее, мы начали немного, значит, менять формат. И на сегодняшний день Кыргызпочта СИ, значит, это, ну, один из крупнейших логистических операторов в стране, как внутри страны, так и за ее пределами. Попутно, конечно, у нас есть уйма дополнительных функций, да, у нас, вот, как я ранее отметил, финансовые услуги есть, там очень много приемов платежей. Где-то у нас, допустим, да, все устарело, но идет большая работа по модернизации практически всех услуг. Ну да, мы последние годы замечаем, очень большие реформы идут, да, как в вашем предприятии. А сейчас, вы вот сказали, что было до. Сейчас уже какие черты уже отличают Кыргызпочта СИ от того, что было до, и куда вы идете сейчас? В первую очередь, самое большое отличие это то, что Кыргызпочта СИ на сегодняшний день стала акционерным обществом, да? Мы, получается, в форме государственного предприятия были. В 2022 году компания была, значит, это, да, ну, прошла реформа и стала открытым акционерным обществом. Я хочу выразить благодарность руководству нашему, да, руководству страны, то, что поддержало,
И Кыргызпочта сегодня это, значит, публичная, значит, компания, вот, но при этом 100% акций принадлежат государству. Что это дало вообще непосредственно Кыргызпочтасы? Вы знаете, именно законодательство позволяет Кыргызпочтасы делать, значит, более, ну, я так сказал бы, смелые, да, шаги для, значит, не только наладить, улучшить качество, но также больше возможностей для ведения бизнеса, да, чтобы именно компания могла зарабатывать с разных услуг. И на самом деле вот в ноябре 3 года уже я в ранге, это, да, получается, руководителя организации. Ну, мы очень много новых дополнительных услуг открыли. Какие, если так вкратце? Смотрите, первое, то, что вот было сделано, да, у нас была вот подготовлена стратегия развития компании вплоть до 2033 года. Неважно, руководитель, допустим, я, Иванов, Петров, Сидоров, у компании есть свой курс, по которому она может идти, да, чтобы ее не бросало из стороны в сторону. Первое, что мы сделали, да, мы начали делать оптимизацию услуг, автоматизацию, да. Вот для примера, первое. Ну, стыдно было, у нас не было элементарно, да, допустим, системы отслеживания. И это на самом деле было нелегко. Если вот, допустим, маленькие компании там может свой софт дать, где-то отсканировать, у нас должна быть интеграция со всеми странами, в которых есть почтовая администрация. Это практически, ну, все страны мира. С каждой из стран у нас, значит, есть интеграция на сегодняшний день, есть трекинг полный, да. Второе. Значит, мы ряд услуг подготовили, которые мы решили запустить для Кыргызпочтасы. И разделили. Первое, это, значит, модернизация финансового блока, второго почтового блока. Если по финансовому блоку, значит, помимо того, что, допустим, да, нужно услуги, вот эти все, ну, я там не буду вдаваться, да, там куча программ написана, да, для удобства, в первую очередь, наших сотрудников, во-вторых, для клиентов. Перед нами большая задача стоит, это вот по открытию банка, значит, Почта банк, да, и я считаю, мы уже на финише, у нас там уже на финише переговоры, да, с партнерами по запуску банка. А по почтовому блоку мы на несколько тоже разделили компонентов. Первое – это выстраивание логистики. Для того, чтобы выстроить логистику, как внутри страны, нам необходимо было обновить автопарк. Автопарк мы частично обновили, но здесь, значит, государство помогло нам, да, и у нас был подписан большой контракт с компанией «Койка». У нас в 2025 году уже идет реализация проектов, и там на сумму где-то $7,5 миллиона у нас будет обновляться автопарк, именно почтовые машины, электромобили. Самое важное, да, электромобили. То есть Да, нет, у нас «Койка» — это корейская, они полностью корейские. Кыргызпочта будет ставить не только, получается, ну, пользуется автомобилем. На сегодняшний день у нас, ну, проблема доехать на электромобиле, можем, ну, до Исколя, да. Мы будем, получается, вот эти электрозаправочные станции ставить, да. отлично. То есть это тоже в рамках вашего проекта, да? Да, мы, получается, становим крупнейшей зеленой логистической компанией. Второе, значит, у нас необходимо было наладить доставку. Да, вот не секрет, мы, допустим, люди, наши граждане, да, получается, заказывают с маркетплейсов. Ну, была сложная логистика. Вот я чуть-чуть назад уйду. Компания, вот первая, Wildberries, да, с Wildberries мы, получается, ездили, заключали договора для того, чтобы наши селлеры, вы помните те времена, когда они не могли продавать напрямую. Им необходимо было иметь партнеров в виде юридического лица там в Российской Федерации, в Казахстане. Вот это именно команда Кыргызпочтасы заключала контракт с компанией для того, чтобы наши селлеры могли продавать Из Кыргызстана. из Кыргызстана. То есть это была ваша То есть вы предложили к этому большие усилия, да? Вот, Ну и чтобы контракт, в да, таком мы формате подписали. сегодня селлеры продавали свою продукцию на площадке Валберс. Видите, об этом никто не знал. Вот на самом деле об этом мало кто знает. Да, получается, договорную часть мы делали. Ну,
И Министерство экономики наше много с ними работало. Компания, допустим, «Озон». Ну, это Кыргызпочта Сэй. Эту компанию завела на наш рынок. Как бы они, наши партнеры. Мы логистику делаем, да, для компании «Озон». Через отделение связи Кыргызпочта Сэй, а это 920 точек по стране, можно, допустим, заказать вот с маркетплейса «Озон» и получить, да? Это ПВЗ, то есть Да-да. это функции ПВЗ. Отделение связи почты, по сути, ну, сейчас, да, современное название стало пункт выдачи заказа, да, ПВЗ. Третье. Значит, наш сосед, это вот огромная, да, страна Китай. Мы вот в Кашгаре открыли свой хаб, почтовый хаб. Это вот в прошлом году было открытие у нас. Он полноценно у нас работает. Это вот прям Кыргызпочта в Китайской Народной Республике. Оттуда у нас, значит, тоже аккумулируются товары электронной коммерции, мы привозим к себе на наш хаб, и далее, получается, идет отправка по по адресам. Помимо этого, получается, у нас было подписано соглашение между Кыргызской республикой и Синьцзянь-Уйгурским автономным округом по зеленому коридору для международных почтовых отправлений. Ну, в данном случае оператором является Кыргызпочта. Вот что это даст, например, предпринимателям, экспортерам? Ну, Скорость. Самое главное — скорость. Вот человек может... Скорость доставки от скорости. Да. Допустим, мы значительно сократили сроки по доставке. Цена, да, доставки. И, допустим, платформа AliExpress, да, мы их единственный партнер. У нас, ну, я помню времена, допустим, это сейчас появились Pinduoduo, там Temu, да, много. Мы с AliExpress заказывали, ждали по 40-50 дней. Сейчас такого нету. Вот мы, платформа AliExpress, Кыргызпочта Сэй, вместе рука об руку все шишки набили. Там у нас сейчас 12-14 дней доставка из Китая уже у получателя. При покупке на платформе AliExpress. При покупке, да, на платформе. Был открыт почтовый логистический хаб у нас в городе Ош. 31 августа 2024 года прошло открытие, значит, почтового логистического хаба в Атбаши. У нас, значит, дочерняя компания Нарын-Сухой порт. Так. И сейчас у нас готовится открытие. В 2025 году, это в первом квартале, сейчас идут подготовительные работы, это будет самый, я думаю, современный, значит, логистический хаб в Кыргызской республике. У нас площадью 2 гектара. Сейчас идет подготовка. Там у нас будут процесс полностью... Если сегодня у нас, допустим, вот эти огромные объемы, мешки мы сортируем вручную, там уже будет полностью это автоматизировано, с сортировочной линии, в общем, быстрая доставка. И это, ну, не так, что там через какое-то время, вот уже первый квартал 2025 года пройдет открытие. Это вот допустим, по соседним странам. Я вот с теми же платформами и Pinduoduo, и Temu, и со всеми, получается, платформами мы сотрудничаем. Все это приходит... С Temu тоже, да? С Temu тоже? Нет, Temu еще нет. С Temu у нас идут... Я чуть вперед забегаю, да, идут переговоры. Temu в 2025 году заходит на кыргызский рынок. Помимо этого, значит, да, мы, получается, совместно с таможенными органами сделали у нас единое место таможенного оформления. Сейчас вот товары электронной коммерции, то, что приходит авиапутем, получается, мы подготовили такое место, склад, где там таможенное... Нет, это в Бишкеке, да, проходит таможенное оформление, получается. А на следующий год у нас, получается, полностью хаб будет, где товары электронной коммерции, которые приходят из третьих стран, будут проходить оформление, ну, получается, на нашем... Централизированно, да? Да. Помимо этого у нас, получается, в городе Таллин, это Эстония, тоже был открыт свой хаб. Ну, прям, как вам объяснить? Ну, Кыргызпост просто в Таллине, да? Там у нас своя работа идет, потихоньку отправки идут. Сотрудничаем со многими почтовыми администрациями, да, вот неоднократно приезжают наши партнеры, вот Омнива, эстонская почта, у нас с ними ряд проектов, с турецкой почтой.
почты Туркменистана, Узбекистана, Казахстана, там, российская. Очень много у нас проектов с европейскими почтами. Насколько я понимаю, вот перечисленное выше вами, это все-таки больше о том, как товары те или иные импортируются, да, в Кыргызстан, да, то есть какие условия создаются даже вот в рамках тех проектов, о которых вы говорили, вот эти вот логистические парки, сухой порт от Баши, все эти вот совместные кыргызско-китайские проекты. Что даст это в части все-таки импорта, экспорта? То есть многие предприниматели сейчас стараются продавать продукцию из Кыргызстана на внешние рынки. Как они смогут всю эту инфраструктуру, которую вы сейчас создаете, использовать? Первое, да, то есть мы для наших граждан создали условия. Первое, чтобы они могли продавать на платформах русскоязычных, Wildberries Озон. А второе, значит, сейчас у нас идет, ну, я опять вперед немного забегаю, на финишной стадии у нас получается создание маркетплейса, где будут вот эти отражены китайские платформы по принципу импорт-экспорт, чтобы мы тоже частично могли продавать. Реэкспорт. Да, реэкспорт. Третье. Получается, я вот здесь отмечу то, что ряд товаров в свободной экономической зоне Кашгар для Кыргызской республики был выделен склад на территории 7,5 тысяч квадратных метров, где наши, получается, продавцы могут продавать на Китайскую Народную Республику через свободную экономическую зону Кашгар. Просто продукция должна быть зарегистрирована. Есть нормы в Китайской Народной Республике, и там они на сайте регистрируются. А есть уже прецеденты? Ну, Не, ну, у нас продажи, мед реализации? продается, да, там различная сельхозпродукция. Уже продается. Да, А об объемах пока еще нет пока цифры? да. Пока еще рано, да? То есть это... Потом, значит, по поводу вывода в другие страны. Мы на следующей неделе подписываем соглашение. Да, у нас партнеры из Германии. Вот совместно Эллик Банк, Кыргызпочта и, значит, вот партнеры из Германии. Мы вместе запускаем marketplace, значит, где нашим гражданам будет возможность покупки напрямую, да, с ведущих европейских магазинов, маркетплейсов делать без никаких посредников прямые покупки. Также там будет функция, то есть маркетплейс, он будет зеркальный, и будет функция, где наши граждане смогут продавать свою продукцию на этом маркетплейсе, но уже для, получается, Германии, ну и через Германию это страны Евросоюза. Значит, Кыргызпочта обеспечит логистику между Германией и Кыргызской республикой. Мгм. То есть это в формате B2C, и B2B можно будет уже продавать? Или пока B2B? B2C. B2C. Отлично, это очень хорошая новость, я думаю, для предпринимателей электронной коммерции. Большую часть работы мы стараемся по принципу То есть, да. Ну, на самом деле, я замечаю, что сейчас действительно акционерным обществом Кыргызпочта АС закладываются очень большие такие усилия, инфраструктуру выстраивают для того, чтобы в дальнейшем предприниматели Кыргызстана, производители могли экспортировать свою продукцию через различные электронные торговые платформы в формате B2B, B2C и, возможно, C2C. Но я думаю, что сегодня то, что вы делаете, отразится на нашем поколении, будущем поколении, которое будет развивать бизнес гораздо динамичнее, чем мы сейчас. Это классно. Ну, здесь бы хотелось бы выразить отдельную благодарность, что вы со своей командой пришли и проводите такие большие реформы, да. Особенно вот сегодня в эпоху в целом развития трансграничной электронной торговли. Это очень важно. Спасибо. Давайте поговорим о Wildberries. Давайте поговорим о Татьяне Бакальчук. В прошлом году вот, при вашем активном участии и при вашем, я бы сказал, такой главном участии был организован форум электронной коммерции, куда была приглашена основательница Wildberries Татьяна Бакальчук. Она там анонсировала о создании крупного логистического сортировочного центра в Кыргызстане. Я даже знаю, что при вашем содействии уже были выделены какие-то территории на территории Чуйской области. Ну, другие определенные содействия были оказаны всевозможные, да. Но вот, к сожалению, вот произошли там определенные обстоятельства, да, вот определенные вот, между супругами происходит разбирательство. Вот. Как это повлияло на вот данный вопрос?
Будет ли у нас сортировочный центр в Wildberries или нет? Смотрите, действительно, в прошлом году приезжала, да, Татьяна Владимировна. Форум довольно-таки большой был, много наших, значит, селлеров, да, удалось где-то поговорить, где-то послушать, да, получить Татьяну Владимировну. Далее полпредством Чуйской области, значит, было подписано соглашение с компанией Wildberries о выделении земли для постройки, значит, торгово-логистического центра. В последний раз мы, когда контактировали с командой, значит, Wildberries, да, все те, значит, получается, намерения, которые были, они есть. И, ну, компания Wildberries нас уверила в том, что будет строительство сортировочного центра Wildberries в Бишкеке. То есть все актуально, и Актуально, да. у кыргызстанцев появится возможность в будущем использовать данный сортировочный центр по выходу на другие страны, там, где есть Wildberries, и продавать свою продукцию. Wildberries в Кыргызстане работает. Мы недавно вот проводили получается, совместно вместе с фондом «Первой леди», получается, с Министерством образования Кыргызской республики, Кыргызпочтой, компания Wildberries. Мы, значит, 20 девушек обучили, получается, по выходу в IT. Это, ну, буквально недавно был проект. И именно из сельской местности. Да, Да, я по разным слышал, проектам, да, Я- мы сотрудничаем. Я слышал, вы обучили 30 девочек 30 девочек, да. из отдаленных районов, именно компьютерной грамотности, то есть работе с графическим дизайном, да, насколько я понял. И сейчас девочки активно работают в этом направлении. Ну, классный, на самом деле, проект. Я думаю, что это очень важно развивать. Мы, как компания «Кыргызпочта СЭ», каждой из девушек по ноутбуку подарили, чтобы они могли реализовывать себя. Ну, компьютер — это, ну, грубо говоря, сейчас необходимая вещь, да. Сортировочный центр у нас будет. По Озон вообще в целом какая ситуация? Ну, я вот просто знаю, понимаете, в прошлом году, вот когда проводился форум, по моим данным, на тот момент на Wildberries было зарегистрировано порядка 2500 селлеров. Сегодня численность селлеров уже превысила более 22 тысяч только на Wildberries. На Озон тоже кратное увеличение вообще в целом. И я понимаю, что сейчас объем потребности отправки грузов растет с каждым днем, объем потребности в целом создания инфраструктуры для этой части предпринимателей тоже растет. Вообще в целом в этом направлении как активно принимать участие вообще Кыргызпочта СЭ, ну вот об этом. У нас по договору с Озоном мы логистику, получается, у нас ряд, получается, вместе проектов есть. Логистика для компании «Озон», доставка внутри Бишкека до пункта выдачи заказов. «Озон» кратно растет, и нас это радует. Значит, у нас и покупательская способность растет. Ну и вот вы сейчас правильно отметили, количество селлеров растет, что не может не радовать, то, что мы со своей стороны стараемся, да, чтобы наши граждане могли продавать продукцию на внешние рынки. Но я вот здесь отметил, чтобы у нас не только Wildberries Озон было, чтобы люди могли продавать и на Европу, и со временем и на Соединенные Штаты, и Китайская Народная Республика. И в этой части у нас, получается, компания активно ведет. Вот эти сортировочные центры, склады, которые я озвучиваю, которые мы запускаем, это все вот как раз-таки для этого. Для примера, вот у нас в Европе наш хаб, он призван для того, чтобы наши граждане, когда покупали, могли указывать это место. У нас там fulfillment услуги. И далее доставка будет в Кыргызскую республику. В Китайской Народной Республике то же самое получается, да? При заказе там у нас полностью это все по стандартам Всемирного почтового союза, все это обрабатывается и происходит доставка. При этом я хочу отметить то, что здания, да, получается, Кыргызпочта СЭ, они устарели. И как пункты выдачи заказов они работают, но морально, значит, да, все это устарело. И со своей стороны у нас сейчас тоже есть концепция, да, стратегия по обновлению. Это огромное количество зданий, помещений разного формата. И мы вот на следующий год
значит, планируем уже несколько такие новые модернизированные почтовые отделения запустить. И обязательно пригласим вас, покажем, как вот должна и будет выглядеть в целом почта. Там и центр электронной коммерции, значит, там и стандартные почтовые у нас услуги. В общем, очень много будет таких плюшек, да. Еще мы знаем, что вы недавно тоже проделали большую работу по организации ребрендинга, да, торговой марки вообще Кыргызпочта.сы. В целом, вот тоже об этом есть вкратце. Получается, название Кыргызпочта.сы у нас мы оставляем. Как акционерное общество. Да, акционерное общество Кыргызпочта.сы, но мы вводим новый торговый знак PostKG, где, получается, активно будем продвигать. Мы на своей страничке, да, это все, получается, опубликовали. Сейчас компания начинает динамичное развитие, и мы вот хотим новый уже знак ввести, PostKG, и, значит, все у нас вот вся продукция, новые продукты под этим брендом пойдут. Я вот здесь хочу отметить то, что вот именно в рамках Кыргызпочта.сы у нас по сравнению с 2022 годом у нас в 90 раз был увеличен объем электронной коммерции. И это, получается, объем, они только будут расти, потому что электронная коммерция растет, люди и покупают, люди продают. И вот только вот в рамках нашей компании у нас с 2022 годом скачок аж в 90 раз. Да? Отлично, да. Ну, на самом деле, да, вот сейчас по оценкам многих экспертов, действительно, Кыргызпочта.сы сегодня показывают такие динамичные показатели, да, рентабельность, прежде всего, да, самоокупаемость самого предприятия, это тоже радует. Хотелось бы еще задать вопрос, прежде чем вот как мы анонсировали наш подкаст и сказали, что пригласим вас, то есть и задают вопросы, селлеры задают вопросы, вот лично вам вот хотелось бы тоже их перечислить. Первое. Сейчас действительно Россия создает уникальные условия для предпринимателей Кыргызстана. И по факту кыргызский ИП ОСО сегодня может продавать на рынке России, на 140-миллионном рынке России. Естественно, обмен банковскими корреспондентскими счетами, все это, то есть финансовые потоки, логистические, там, естественно, единая таможенная, да, зона у нас. Но для многим селлерам интересен также европейский рынок и интересен американский рынок, такие маркетплейсы, как eBay, Amazon. Но, как мы знаем, сейчас, к примеру, Америка с Кыргызстаном не имеет никаких каких-то возможностей в части обмена корреспондентских счетов. Сегодня нету. То есть все происходит через так называемый SWIFT, вот эти вот все переводы, да. И, по сути, кыргызстанский предприниматель, зарегистрированный в Кыргызстане, не может торговать на площадке eBay. Это могут только делать предприниматели Европы либо Америки. Вот в этом направлении есть ли какие-то планы развивать сотрудничество с eBay, с Amazon? Вот насколько вообще это реалистично, либо пока еще в подвешенном состоянии? Вот как вы думаете? Я вот начал с вашего вопроса, значит, с Европы и с Америки. Вот я, если позволите, с Европы начну. Мы в первую очередь начали с Европы. Я немного анонсирую. Мы на следующей неделе открываем логистический хаб Кыргызпочта.сы в городе Берлин, Германия, да. Это довольно-таки большой, современный, значит, логистический хаб. Кыргызпост будет в Германии, да. Германия — это такой большой в целом логистический хаб, можно назвать город Берлин, да, где очень удобная логистика выстроена, как в части транспорта, это наземного, так и авиатранспорта. И в первую очередь мы, получается, нашим селлерам, вот я ранее же озвучил, да, мы сейчас такой маркетплейс зеркальный создаем, где смогут наши селлеры и продавать на европейские рынки и покупать оттуда. Там, получается, европейские различные маркетплейсы, магазины будут отражены. Что касается Соединенных Штатов, у нас сейчас идут переговоры. Вы правильно отметили, у нас сейчас не могут люди напрямую торговать. Да не только торговать, и покупать тоже через, там, получается, посредников. У нас идут сейчас переговоры, как компания. Мы планируем на 2025 год то, что будет открыто Кыргызпост в Штатах, в
части финансов у нас тоже идут переговоры, но пока это, значит, у нас задача на 25 год. Ну, то есть в этом направлении работа идет. Работа идет, да. И вполне возможно, что в обозримом будущем у предпринимателей Кыргызстана появится возможность напрямую продавать и на западные рынки. Мы стараемся, да. Кыргызпочтасы в информационном поле представлен как национальный оператор электронной коммерции. Вот все-таки что это за статус, и можете об этом подробнее, насколько вот... В таможенном кодексе Евразийского экономического сообщества было введено понятие оператор электронной торговли. Значит, с 2023-2024 год в пилотном режиме оператором электронной торговли был определено Кыргызпочта. Что это значит? Оператор электронной торговли. Задача оператора – это интеграция с маркетплейсами, которые, значит, маркетплейсами из третьих стран, да, вне ЕС. Задача оператора, во-первых, это интеграция. Интеграция с маркетплейсами, интеграция с, значит, нашими таможенными органами. Получается, чтобы была прозрачность, безопасность покупки. Второе, значит, запуск современного логистического хаба, чтобы наши граждане при покупке либо при отправке максимально... В электронном коммерции, вы сами знаете, важна скорость, да? Чтобы наши граждане могли быстро как получить, так и отправить, да, получается, эти вещи. И задача оператора, значит, помимо вот этой, то, что безопасность покупки плюс, значит, прозрачность, это именно вывод, да, вот этих площадок на наши рынки, международных, да, площадок. И в целом способствовать развитию именно трансграничной торговли, электронной коммерции. Угу, отлично. Когда в Кыргызстане появится свой Wildberries, национальный Wildberries? Я вам, наверное, ответил уже, что сейчас вот Эликбанк, Кыргызпочта, мы запускаем свой маркетплейс. То есть это будет национальный маркетплейс, Национальный маркетплейс, да. где предприниматели могут регистрироваться и продавать свою продукцию Покупать, как внутри продавать. Кыргызстана, так и за пределы, да? Абсолютно правильно. Абсолютно так идентичный маркетплейс, как его принято воспринимать, например, по аналогии с Wildberries, Озон. Абсолютно. Свой национальный маркетплейс, да, люди смогут и покупать, и продавать, да. Wildberries на сегодняшний день это что? Очень много, допустим, товаров из стран СНГ, где такую большую долю занимает наша продукция кыргызская, да, она очень ценится. Кстати, вот недавно Мария Захарова, да, выступала на брифинге, говорит, вот у нее там одежда, говорит, это произведено в Кыргызстане. Ага, да, классно. да, очень приятно было. Да? И, значит, при этом очень много китайских товаров. Китайские товары, Китайская Народная Республика, наш сосед. Как бы в маркетплейс мы хотим, чтобы у наших граждан была возможность покупать и европейские, и китайские, и наши товары, и российские, и казахские. В общем, все товары, главное, чтобы нашим покупателям было комфортно и удобно. Ну и также этот маркетплейс позволит продавать свою продукцию. С названием еще не определились? Определились, мы в конце недели анонсируем. Да. То есть нет смысла организовывать какой-то конкурс, что-то в этом роде, да? Хорошо. Марат Жолдашбекович, тогда, может быть, все-таки лично для нашего подкаста, поскольку наш подкаст специализирован, он направлен все-таки на развитие электронной коммерции, для наших селлеров, для наших подписчиков расскажите, как будет называться Кыргызстанский национальный маркетплейс? Эльпост. Эльпост. Эльпост KG, да. Эльпост KG. Классное название, мне кажется, да. И подчеркивает, что это народный национальный маркетплейс. Да, и тоже по нему у нас большая команда, на самом деле, работает. И мы надеемся, планируем на следующий год уже он полноценно будет функционировать. Вот я знаю, что Кыргызпочта также является автором или учредителем
или соучредителем таких проектов, как индустриальные парки. Я знаю, что в Нарыне сегодня открыт индустриальный парк, где вы являетесь также соучредителями, и это отнюдь не почтовый сервис, это производственный сервис. То есть вы сейчас уже становитесь таким многопрофильной компанией, которая занимается и производством в том числе. Один из плюсов, вот то, что я говорил, того, что компания имеет статус акционерного общества, мы в разных компонентах можем участвовать. Да, действительно, есть, значит, проект «Две страны, два парка». В рамках этого, как я отметил, открыт у нас, значит, склад в этом, да, в городе Кашгар, да, свободной экономической зоне. И, значит, наоборот, в Нарынской области сейчас запускается индустриальный парк, где, значит, будет определенное количество резидентов разных компаний. В том числе, вот недавно было открытие с участием председателя Кабинета министров, да, полпреда Нарынской области, ряда государственных органов и сообществ, да. И, получается, там разные компании будут. Где мы соучредители? Мы, получается, вошли в соучредители. Будет завод по сборке автомобилей «Шумкар». Кыргызпочтасы, да, мы как акционер вошли в эту компанию. Да, я видел это выступление председателя Кабинета министров. Он вас очень хвалил в рамках своего выступления. То, что создать такую... в этом направлении тоже делать громадную работу. Я так полагаю, продукция, производимая в рамках этого индустриального парка, будет осваиваться прежде всего на национальном рынке, и, соответственно, экспорт планируется. Экспорт тоже планируется, но в первую очередь это наш рынок. Это... И там очень много, я думаю, будет резидентов. Сейчас начинается работа именно по самой постройке данного индустриального парка. Мы также знаем, что Кыргызпочта сегодня, то есть на следующий год планирует производить автомобили. Да, вот Шумкар, вот эти автомобили. Получается, вот то, что я отметил, мы будем этим соучредителем в данном заводе. Мы рассчитываем, что к концу следующего года уже первый выпуск машин будет. А какая будет стоимость автомобилей? Вы знаете, там большая линейка, по-моему, 21 того, что получается, это линейка. 21, 21 модель, получается, да? будет. Разная будет стоимость, но в общем, недорогие, цены приемлемые, доступные для населения. Да, для рынка. Будут ли какие-то программы лизинга, кредитования, рассрочек? Обязательно, конечно. Это очень важно, потому что стимулировать покупки. Обязательно будут привлечены наши банки отечественные, и обязательно будет и кредитование, и лизинг, и рассрочка. Именно под это и планируется. И мы постараемся, чтобы некоторые, допустим, отделения Кыргызпочтасы, связи, да, там мы планируем, чтобы и там вот эти услуги мы могли предоставлять, да, по привлечению клиентов, по покупке этих автомобилей, там система лизинга, кредитования и так далее. Вы работаете над созданием почта-банка. Да, почта-банка. Расскажите, какие основные задачи будет выполнять данный банк? И кто является акционером? Акционером, наверное, скорее всего, является учредителем банка. Кыргызпочтасы, да, будет учредителем. Я вот же отметил ранее, у нас огромное количество отделений связи. В первую очередь это банк, который будет доступен для населения. В каждом селе есть отделение связи почты. И у наших граждан будет возможность, значит, посетить этот банк, да. Понятно, значит, большой упор. Мы сейчас, то, что работаем с командой, это чтобы банк был цифровым, да. Банк, который работает, сотрудничает с маркетплейсами, как внутри страны, так и за рубежом, да, чтобы он способствовал развитию трансграничной электронной торговли. Кредитование. Это все будет. Все будет. Это все будет, да. Практически все продукты, как и для физических, для юридических лиц, или только для юридических лиц? Не, конечно, для физических. В первую очередь для физических лиц. Мы на финише
по работе по банку. Это не быстрый процесс. Мы рассчитываем, что в ближайшее время мы уже подадим на лицензию, в 2025 году. Сам процесс, он не быстрый, не нужно допускать ошибок, поэтому мы скрупулезно работаем над созданием. Мгм. То есть это решение принято, это по-любому будет. Да, Решение принято, он будет, да. Да. Это хорошо, конечно, если в Кыргызстане появится такой специализированный банк, который будет целенаправленно помогать, в том числе и направлению развития Да, ЕКОМ, это было бы хорошо. Как мы знаем, сегодня в мире, конечно, тем более маркетплейсов, конечно, большую роль играет логистика. А логистика – это прежде всего, я бы сказал, даже на 80% в любом маркетплейсе это все-таки прежде всего логистика. И капитализация любого маркетплейса все-таки оценивается, какая логистика в том числе. Естественно, сейчас логистика, я знаю на примере Amazon и других гигантов, да, они автоматизируют, интегрируют, внедряют роботов, где практически не работают уже люди. Когда в Кыргызстане практикуются ли роботы вообще в целом, или только планируется, об этом если немножко. Я, наверное, на нашем примере, да, скажу. Значит, вот я ранее отметил, мы, получается, запускаем, да, современный логистический центр класса А, склад, в общем. Но там будет автоматизация полная, пока робота, техники нет, но процесс будет полностью, значит, прием, обработка, сортировка вся этих отправлений будет полностью автоматизирована, где огромные линии. Мы потом, когда все это запустим, сделаем большое открытие, там будет видно, там огромное количество отправлений будет там буквально посекундно обрабатываться. Ряд мы очень современных решений сейчас в тестовом режиме уже устанавливаем в наши эти отделения почты, да, в таком формате. Я думаю, и мы дойдем до того, чтобы, получится, было и роботизировано, да? Сегодня мы знаем, что в Кыргызпочта.сы один из таких крупнейших работодателей в стране. Не могли поделиться информацией, сколько вообще сегодня в штате вашего предприятия сотрудников? Кыргызпочта.сы, она довольно-таки большая компания. У нас более 3200 сотрудников работает в компании Кыргызпочта.сы. Я неоднократно подчеркивал, что наш основной главный актив в компании – это наши сотрудники. У нас есть, которые более 40 лет сотрудники работают, более 30 лет патриоты, значит, да, почтовой отрасли. Им всем я выражаю благодарность. Мы недавно получили награду как от Министерства труда, как лучший работодатель в 2024 году. На самом деле у нас работа довольно-таки сложная, которой необходимо много еще вещей. Значит, делать модернизацию, да, автоматизацию. Мы над этим работаем, и вот такая у нас огромная команда, 3200 человек. Это довольно-таки внушительный у вас зарплатный фонд ежемесячный, наверное, скорее всего. Хорошо. А текучка у вас? Вы знаете, текучка есть. Есть? С Особенно, учетом- наверное, среди молодого поколения, да, скорее всего. Да, обязательно. Но на самом деле и очень много молодого поколения пришло в команду, на самом деле. Поэтому сейчас компания взяла курс стабильно идти вверх. И вот у нас 3200 человек активно работаем в этом направлении. Я думаю, с такой командой можно горы перевернуть. Радует, на самом деле, в целом работа акционерного общества Кыргызпочта.сы, нас как селлеров прежде всего, потому что последние годы, особенно среди селлеров, Кыргызпочта.сы практически везде фигурирует, проводит различные, в том числе, мероприятия по популяризации электронной коммерции в Кыргызстане. Я думаю, что рост электронной коммерции вообще в целом, численности предпринимателей в Кыргызстане тоже не без вашего участия, да, потому что благодаря той популяризации, тем мероприятиям, которые вы также организовываете, этот рост значительно и динамично развивается. В целом, я уверен, что сегодня Кыргызпочта.сы уже является, не побоюсь этого слова, уже превращается в некую IT-компанию, да, от какого-то почтового сервиса уже превращается в IT-компанию, и
уже интегрирует в своей работе IT-продукты, развивает производственные направления, автоматизацию всех процессов, увеличивает число сотрудников. Идет очень сильная работа по реформам практически по всем направлениям. Поэтому хотелось бы прежде всего, Марат Джолдошбекович, поблагодарить вас за то, что пришли, Спасибо. оказали нам честь и поработали прежде всего с предпринимателями, поделились той работой, которая сейчас проводится в области электронной коммерции прежде всего, о тех перспективах, которые в ближайшее время появятся, о тех возможностях, которые появятся у предпринимателей Кыргызстана. И я думаю, что вам также нужно в этом духе работать со своей командой. Как вы вначале отметили, делать более смелые решения, и вы эти решения делаете. И мы, как бизнес-сообщество, предприниматели электронной коммерции, всецело вас поддерживаем и готовы оказывать содействие вашей работе. Поэтому еще раз вам большое спасибо. Спасибо, что вы были с нами. Ну, а те, кто Вам спасибо. были с нами, этот час практически, у нас по традиции разыгрываются различные призы. Марат Джолдошбекович, для тех, кто оставляет интересные комментарии, вопросы, мы выбираем там несколько и вот разыгрываем подарки. Вот что бы вы могли подарить? Там какую-нибудь почтовую марку или какой-нибудь подарок для наших подписчиков? Набор, такой уникальный набор почтовых марок. Это вот с 90-х годов по сегодняшний день. На самом деле это очень уникальные. И, значит, практически ни у кого нету. Один такой набор нашим подписчикам. Отлично. Дорогие друзья, уважаемые подписчики, активно оставляем ваши комментарии, ваши заметки, вопросы Кыргызпочтасы. И в ходе нашей работы наша команда выберет наиболее интересные вопросы и свяжется с вами и отправит вам подарок от генерального директора акционерного общества Кыргызпочтасы Черикчиева Марата Джолдошбековича. Подписывайтесь на все социальные сети Табарман, ну и, конечно же, подписывайтесь на социальные сети Post KG, акционерного общества Кыргызпочтасы, и получайте обновленную, важную информацию с первых рук, что называется. Название сети post.kg, _. Всем большое спасибо, удачи и до встречи.